Наша страна славится многообразием пещер. Их создают время и вода. Дело в том, что все они карстового происхождения. Вода десятки тысяч и миллионов лет растворяет горные породы, а затем выводит их наружу. Таким образом образуются гигантские полости. Самая большая пещера в мире находится в Абхазии и привлекает к себе спелеологов всего мира. Как вы догадались, сегодня тема нашей лекции – пещеры Абхазии. Карст связан с понятием о пещерах, и вот это понятие существует в мировой науке, и это связано с названием югославского плато, находящегося на юге Югославии, в Словении, где само плато носит название карст, и отсюда, там, где впервые начали изучать эти явления, отсюда и пошло название карстовые процессы, карстовые явления и тому подобные вот применения этого слова. Адзымба Зураб Иосифович, абхазский ботаник, географ, зав. Отделом флоры и растительности Ботанического института Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки. В качестве курсовой работы на тему орографии Абхазии впервые составляет орографическую карту схемы Абхазии. Занимается изучением и пропагандой богатых природно-рекреационных возможностей всего Кавказа и особенно Абхазии. Является одним из первых исследователей некоторых карстовых пещер Абхазии. Автор и соавтор монографии «Пицунда. Мюссырский заповедник. Лекарственные растения флоры Абхазии. География Абхазии для средней школы». Член-корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности человека. Автор более 100 научных работ. И хочется отметить, что карст – это камень, дословный перевод, если сделать. Но эти процессы процессы карста связаны с растворением, с химическим растворением горных пород дождевой водой. Дело в том, что реакция эта очень интересная, это обратимая реакция, где, я вот сейчас вам покажу, чтобы не писать, у нас здесь нет, кальций СО3 – это известняк, плюс вода, образуется слабая, и углекислый газ, образуется слабая угольная кислота. А вы знаете, кислота, если действует на мел, на соль, если в школе, вы помните, показывали вам примеры, как мел растворяется кислотой, начинает шипеть и пузыриться. То же самое происходит в природе у нас на известняках. Карстовые процессы характерны, и происходит обратный процесс, то есть идет вторично, то есть реакция идет в обратном направлении тоже. Выпадает в осадок кальций СО3, образуются различные формы натеков из этого известняка, вода и углекислый газ. Вот вам обыкновенный процесс карста. Это очень простая реакция, на самом деле она намного сложнее, но сейчас мы об этом не будем говорить. Хочу сказать, что карст связан в основном, это горные породы карбонатные, известняки, гипс и соль. Вот в этих породах эти процессы хорошо проявляются. И с ними связано образование различных карстовых полостей, то есть пещер. Около четверти суши слагают карбонатные породы. Так что представьте себе, что эти процессы во многих местах проявляются и прекрасно себя проявляют в том плане, что мы видим их. Абхазия является одним из таких мест, где карстовые процессы очень ярко выражены. Так же, как и в Югославии, во Франции, Испании и так далее. Там, где вот эти вот альпийские горы, Альпы, система Кавказ,
относится также к альпийскому орогенезу. И здесь тоже очень хорошо и ярко представлены карстующиеся известняковые породы. Кстати, здесь на сегодняшний день Абхазия является рекордом в мировом масштабе по глубине карстовых полостей. С чем это связано? Раньше это была пропасть Сан-Бернар, Берже, 1400 метров. Мы завидовали французам. А когда у нас появились пещеры 300 сначала метров на Гагрском хребте, потом Снежная 1200 появилась, потом, значит, у нас открыли пропасть Крубера, Берже. Это 2169 метров. Мировой рекорд на сегодня находится по глубине образования карстовых пустот, находится Абхазия на первом месте. Это Гагрский хребет. Но эти процессы, вот как я уже говорил, Абхазия, да, наша Новоафонская пещера всем хорошо известна, это тоже элементарный процесс карста. И эта пещера одна из крупнейших в мире, можно сказать, по высоте потолков зала, где потолок, вот лично мы с Виктором Юшиным мерили, доходит до 90 метров. Представляете? Высота потолка зала. Это вот где концертный зал, храм и так далее. Бывший храм, сейчас концертный зал. Я что хочу сказать? Как измеряли мы? Казалось бы, очень трудно, да? Но мы же сделали, придумали такую простую вещь. Надули шарик сначала воздушный гелием, он веревку то есть шпагат, которым нитка обыкновенная не создавала тяжесть. Потом мы взяли перчатку медицинскую, надули ее как следует гелием, и она поднялась до самого потолка. И таким образом мы эту нитку измерили, оказалось 90 с лишним метров. Это самая высокая точка в Новоафонской пещере от пола. А если брать абсолютно низкую точку Новоафонской пещеры и абсолютно самую высокую, это будет более 200 метров. Потому что там разные есть озера, есть каньоны подземные и так далее. Вот здесь вы увидели в основном, какие пещеры отмечены на территории Абхазии. Вот посмотрите, в основном преобладает Гагрский хребет, Бзыбский хребет и частично Кудорский. Посмотрите, какие, не спешите, какие гигантские воронки и какие кары. То есть там, где проходит вода, стекает, образуются маленькие каньончики. Это растворяет, это все растворение. Вот гигантская воронка на Арбаике. Вот если внизу видите панор, отверстие, по которому вода уже попадает внутрь горной породы и продолжает дальше растворять. Вот какие коррозийные или так называемые кары на Гагрском хребте. Что делает вода с известняком, и видно направление движения воды. Посмотрите, здесь прекрасно видны кары. Вот. Это маленькие каньоны на пластах известняка. И вода, проходя внутрь, все же находит выход наружу. Вот вы видите карстовый воклюз Мчиш. Это самый крупный в мире по дебиту, количеству воды, то есть выходящей. Вот Гекский водопад. Карстовые источники, которые у нас наиболее ярко представлены и в других местах. Но я показал самые крупные. Это Гекский водопад, высота. И вот, наконец, мы попали внутрь пещеры. Это Белоснежка, это бассейн реки Киласур. И таким образом мы видим, что эти карстовые соли откладываются на потолке, образуя сосульки различные, и выпадают в виде сталагмитов, начинают расти на полу. Это пропасть Якую. Вот тоже занавеси и пропасть Якую – это в Новом Афоне. Одна из последних, так сказать, и уникальных пещер на Черноморском побережье. Вот посмотрите, какие карстовые натеки вы здесь видите. Это в пещере Белоснежка. Здесь в Новоафонской геликтиты, то есть эти отростки начинают расти в результате, помимо гравитационного, как сосулька, вот видите, капля висит, также в результате движения воздуха в том или ином направлении преобладает, и они начинают расти в стороны.
Соль содержит этот раствор, это марганец и железо, они придают окраску. И движения земной коры продолжаются и в настоящее время. Видите, какие огромные сталагмиты стоят, они потом обвалились в результате землетрясения, на них начали расти новые сталактиты. Вот здесь вы видите, это пропасть Акую в Новом Афоне, глубина где-то 90 метров ее. И вот эти сталагмиты и сталактиты в этой пещере вот так вот красиво украшают ее стены и потолок. Вот то же самое, занавеси. Вода стекает по потолку постепенно, и капля несет раствор и отлагает его, и образуются вот такие вот типа кулис, типа занавесей, а падая с большой высоты, с набрызгом, как говорится, образуют вот такие вот сталагмиты, типа, если можно, яичницы-глазуни наверху, и вот такие вот наросты из брызг раствора карбонатных пород, вот такие уникальные, красивые, очень натечные образования, так они называются. Вот смотрите, какая красивая занавеска. Ее, если постукаешь, она издает звук, звенит. Вот. И очень хрупкие они, поэтому очень бережно надо, осторожно относиться ко всем этим кальцитовым образованиям. Но здесь тоже вы видите ровные совершенно натеки. А здесь вот интересные встречи со сталагмитами, оживающими в кавычках. Видите, образ, как будто человек стоит и с вами беседует и разговаривает. Вот. А здесь даже на полу горы, вот когда во время дождя, если, то есть во время заморозка вы видели, на лужицах образуется по краям наледь. То же самое и на полу пещеры образуется из раствора кальцита, образуются вот эти вот красивые узоры. Вот там Виктор Юшин стоит, мы вместе как-то были там. Посмотрите, сталактит «Фантазия». У него отростки в разные стороны, совершенно тоненькие. Его длина всего 20 сантиметров. И вот такие тоненькие отросточки видны. Но в пещерах есть еще и интересные вещи, остатки жизни. Это кости пещерного медведя в пещере. Это медвежья на Псху, а это в Акую. Здесь под кальцитовой коркой было обнаружено уголь древесный и остатки костей пещерного медведя. То есть здесь были кострища, люди раньше обитали, и здесь же были найдены еще и палеолитические орудия кремневые. Там для масштаба спичка вот лежит. Вот. Это все было найдено в этой пещере Акую. Это на глубине где-то около 60 метров. То есть там раньше был горизонтальный вход. Иначе сверху... А вот это деятельность Homo sapiens. Обломки сталактитов висят, видите? Вот. Так что вот такие вещи тоже происходят. К сожалению, мы не всегда бережно относимся и без понятия, к сожалению, о ценности этих вот такие красивые натечные образования, которые вот валялись на полу, и мне удалось их поднять и как-то в естественном виде сфотографировать. Вот видите, какой красивый. Это образуется в результате того, что этот сталактит попал в маленькое озерцо, которое было, и из раствора кристаллизовался, в осадок выпадал кальцит. Вот я вам покажу. Вот это Апшскил тоже здесь кто-то из богатырей современных оторвал голову этому сталактиту. Ну, вот такие различные натеки, которые вы видите здесь, геликтитовые различные веточки. Это образуется, как я уже сказал, в результате насыщенной влагой. А здесь интересная вещь. Это следы динозаврика. Это где-то 70-миллионного возраста пласты известняка. И динозаврик гулял. Это в районе Кутаиса, около пещеры Сатаплия. Вот, очень хорошо, интересно. И вот эти остатки, вот эти вот, это же отпечатки какие сохранились, представляете? И вот здесь мне недавно подарили 2 кадра. Это кадры пропасти Крубера. 2000 метров, что глубину имеет с лишним. Вот съемки снято в этой полости. К сожалению, я там еще не был. Я был в начале, когда она была на 120...
Да, на Гагарском хребте. А вот это один из наших исследователей пещер, Гиви Смыр, директор сейчас и хозяин, можно сказать, в хорошем смысле. Это Виктор Юшин, один из наших коллег-спелеологов, вот Семен и знал хорошо его, и я знал. Вот он снимает летучую мышку, прямо висит спокойненько и дает себя сфотографировать. Вот. Эти снимки попали в альбом. Здесь Семен Михайлович Адлиба сидит, здесь Элда Александрович Коржавин и Евгений Семенович Миляновский. Кстати, в 1963 году, а это я. В Верхних Шубарах, в этом районе, есть гигантский карстовый провал. Гигантский. Есть версия, что это не карстового происхождения, а что в результате падения метеорита. Кто там был и что может по этому поводу сказать? У нас, к сожалению, вот в Абхазии, в 60-е годы была организована комплексная экспедиция, которая попыталась охватить целиком все известное на тот период, все очевидные какие-то пещеры, которые действительно, и особенно их входная часть, богатые находками различными. Но вот глубинные исследования, они в основной своей части начались уже с появлением новых технологий. Потому что раньше использовали тросовые лестницы, появилось фонари, факелы не обеспечили длительного пребывания под землей. Но научно-технический прогресс позволил нам продвинуться немножко дальше. И вот уже в 90-е годы в той же пещере Снежной, если раньше занимало 2 месяца дойти до дна, 2 месяца люди шли, проводили в пещере, то сегодня это около недели. Это при самом современном снаряжении. Значит, лесная зона, к сожалению, вот там и Шубара, и вообще очень многие районы Абхазии, где, которые, есть известняки, они есть практически везде, по-моему. Почти, за редким исключением. Там эти дополнительные исследования практически не проводились. В основном это связано с послевоенным периодом, и то, что количество людей, которые были задействованы в этих исследованиях, совсем небольшое. Какие следующие шаги в развитии исследования пещер в Абхазии? Спасибо за вопрос. Вопрос очень серьезный. Дело в том, что у нас сегодня очень мало молодежи. К сожалению, хотелось бы больше. Есть, но мало. Увлекаются исследованием или ознакомлением хотя бы с природой. Это зависит от школы, это зависит от преподавателей географии и в школах, и в нашем университете, чтобы они могли... Я помню, например, первую свою экскурсию в пещеру Апскил. С тех пор я заболел. Это увлечение у меня осталось, и в Акую мы лазили где-то перед войной, перед самой, и это все там обнаружили. Это было для нас открытие очень интересное. И это, как Юрий Николаевич утверждал совершенно четко, это, говорит, единственная пещера вокруг Черноморского, так сказать, гор вокруг Черноморья, где сохранились при вертикальном ее, так сказать, строении, где сохранили все эти палеолитические, закрытые кострищем угля и сверху покрытые кальцитом, понимаете? Такую вещь. Даже мне пришлось, это, может быть, не идет в формат этого самого нашего сегодняшнего, я искал дальше выход, потому что я понял, что эта пещера раньше соединялась с поверхностью горизонтальным выходом. И я залез насколько было можно, и я увидел, что я нахожусь в узком коридоре, где повернуться трудно, и я нахожусь внутри пещерного медведя.
Потому что с правой стороны на стенке, когда обернулся, ребра были в глине, в этом самом. Вот. И глубина, судя по этому, выход как раз с этой стороны, выход воды. Даже Гиви хотел после войны открыть туда вход и сделать типа моста из Новоафонской туда, чтобы проходили люди. Я говорю, Гиви, оставь это уникальное хранилище без людского вмешательства. Там превратят сразу и свет надо будет проводить, и ступеньки, и лестницы, и все, что хочешь. От пещеры ничего не останется. Она всего 65 метров в длину или 90 метров. И что там из этого зала останется? Посмотрите, какие залы в Новоафонской пещере окультурены, будем так говорить, не обижая никого, но все-таки там половину натеков, то, что вы видели там, сейчас нету. Даже во время строительства штольни половину натеков уничтожено там. Это все висело на стенах прямо перед носом. Дарили всем членам правительства, всем гостям, кто приходил, отломал подарок, отломал. Скажите, пожалуйста, Зураб Йосифович, вот я думаю, зрителям будет очень интересно рассказать, как была открыта вот пещера Крубера, ведь известно, что это самая глубокая пещера мира, и насколько нам известно, нам на пятки наступают французы, которые тоже открыли какие-то гигантские пещеры. Кто наступает на пятки? Французы. Французы. Да. 1450 метров во Франции всего лишь. Да. А 2200 почти Крубера. Крубера была открыта это в 1963 году. То есть в 1961 году, когда была экспедиция в Ахушти-Багратионе, была открыта вот это. У итальянцев мировой рекорд был 212, да. А потом вслед за ними мы открыли 307 метров. 307. Это да. Тогда еще. Рекорд, да. В 1961-1962, да. Вот. Но постепенно это все нарастало. И, как видите, мы оказались впереди. Знаете, в чем дело? Я вам сейчас скажу. Испания, Франция, Подолье. Горизонтальные пещеры есть по 300 с чем-то километров. Представьте себе. 300 километров. Но это, знаете что? Если в плане посмотреть, это сетка из сплошных ходов, пересекающихся друг с другом. 300 с лишним километров. Представляете? Подолье 140, второе место оптимистическое. Флинт-Ридж Мамонтова 300. Гагарский хребет самый мокрый. В кавычках я говорю. Большое количество осадков. Задерживается идущих. Черное море имеет, вдоль Черного моря дует западный перенос воздуха, с запада на восток. Влажный воздух с моря, еще с Новороссийских ворот холодный воздух попадает, влага конденсируется, и первый барьер – это Гагарский хребет. На этом пути движения. Самые мокрые места в Абхазии где? Кодорское ущелье и так далее. Почему? Это мешок. В рельефе я имею в виду. И воздух влажный оседает, а Гагарский хребет как порог стоит. И, естественно, влага, конденсируясь, тут же выпадает в осадок. Что получается? Мощность пластов известняка 2 с лишним километра. А это самое... большое количество осадков. И вы знаете, Абхазия одна из самых теплых мест бывшего Советского Союза, тем более Гагарское побережье. Самая теплая точка в СССР зимой, не говоря о лете. Летом жары там нету такой, как в Средней Азии, но все-таки высокая температура. То есть все условия для проявления химического процесса. Вот вам почему у нас такие большие карстовые пустоты, и глубокие, и большие. Как хорошо исследована пещера Брскила, Отап. И еще вот я знаю, есть разговор о том, что там будет строить гостиницу. Там и это где? Вот Отап, пещера Абха. Так. Стоит ли пускать близко Homo sapiens в таком количестве к нашим пещерам? Но я уже не говорю об Афонской, там уже Я все... с вами разделяю ваше беспокойство, очень сожалею. И я бы сказал, может быть, и стоит делать
гостиницу. Но стоит ли просто так пускать людей без сопровождающего грамотного человека, который будет болеть за эту пещеру так же, как за свой дом, за свою квартиру, если можно так сказать. Я вам показывал, какие обломки в Апскиле. Это были сделаны еще 20 лет, 30 лет назад. А там ничего не останется, кроме столба, к которому был, по легенде, прикован Апскил, если пустить туда массовый поток. А в Афонской пещере то же самое. Вы не знаете, что там было раньше. Да, я согласен, я разделяю ваше мнение. И как вообще исследована эта пещера? Кстати, она исследована, вот как Семен Михайлович мне говорил, лично я достигал на 2700. Даже на животе там ползал, где-то не мог дойти, но до конца все-таки, куда мог проползти на животе по этой глине, по воде, я пролез. Это 2700. Мое личное мнение такое, вот пусть так и остается. Согласен. Тем более, там, если там будут строить бетонные дорожки и лестницы, она потеряет всю свою прелесть. Пускай моют ноги в речке Ачхытысгор. Вот существует версия об единой взаимосвязи всех карстовых пещерных образований, особенно до Кодорского хребта, всей этой системе. Единое взаимообщение. Насколько она оправдывается, по вашему мнению? Я сомневаюсь в этом. Если мы проведем элементарное окрашивание воды, то мы где-то сможем найти выход той же самой Мчишты, допустим. А есть такое мнение, что якобы Мчишта – это часть течения реки Бзып. Да, проходит якобы под Бзыпским хребтом. Система. Но это вопрос еще никто не смог подтвердить. Но надо знать геологическое строение. Если в ядре Бзыпского хребта, в нижней части, находятся вулканические породы, и они не треснуты, по которым может вода идти из Бзыбы, попадать из Бзыбского каньона, кстати, на Пшице, и выходить на Мчиш, то это нереально, потому что вулканические породы, они карсту не подвержены. А если там есть какая-то тектоническая трещина, поперечная всему Бзыбскому массиву, надо исследовать и посмотреть геологию, пробурить карстовый Бзыбский хребет, чтобы узнать, на какой глубине находятся вулканические породы уже. Тогда мы можем ответить, есть связь, может быть или нет, или покрасить воду. О Бзыбском каньоне, кстати, это карстовый каньон тоже, так же, как и Юбшарский каньон. Это помимо трещины еще и химическое растворение стен этого каньона водой. Поэтому мы на сегодня имеем карстовый Юбшарский каньон, а карстовый Бзыбский каньон пока, слава богу, недоступен. И долгое время не будет доступен. Было две попытки штурмовать эту реку. Один раз вынесли тряпки от лодки и от костюмов людей не нашли, а другой раз нашли только остатки лодки какой-то и все. Это страшный каньон. Вот там высота 80 метров, только такой ширины, что камень, застрявший, Ахахца называется. Ходил там, приходил, Ахахца. Вот. Приходилось там бывать? Я был сам. 3-4 метра каньон, ширина, и вниз не видно ничего, потому что он не прямой, а вот он идет вот так вот, спускается вниз. Вот. И не слышно даже реки. Пещера – это великая фантазия природы. То, что тысячелетиями, миллионами лет создает такие сокровища под землей. Как он сказал, один раз ты нырнешь туда, потом тебе захочется еще дальше, и ты открытие делаешь, когда человеческая нога нигде не ступала, какой-то гротный занавес, вот где-то руками, конечно, там немножко
надо разбить вот это занавес. Когда ты проникаешь в тот зал, где человек никогда не был. И это как Гагарин космос открыл, какое удовольствие он получал. И вот человек, вот это спелеолог, или же спелеист, или же первопроходец, он большое удовольствие получает. Спелеология – это, конечно, наука о пещерах. Ну, я не могу сказать, что я спелеолог. Это ученый, который изучает процессы развития карста. Я просто любитель, спелеолог. Я пещеру Брускил я посещаю с 50-х годов. Я маленький был, совсем я нырял туда, в этой пещере, потому что там все, значит, все сказочные герои всех народов мира, они окаменелые под землей встречаются. Когда ты проходишь по этим, значит, подземным этим лабиринтам, когда проходишь, они с тобой разговаривают, у них свой язык. Они же и очень, они милые, они очень хрупкие. Не надо их трогать, не надо, вот, потому что они тысячелетиями растут. Они очень много могут о себе рассказать. И там человек очень хорошо дышится. Особенно пещера Брускил. Климат пещеры целебен для астматиков и хронического насморка. Пещеры, карстовые всякие образования образуются там, где имеются карстующиеся карбонатные породы. Известняк, мергель, каменная соль, гипс, доломит и так далее. Наши горы, я вкратце говорю, вот эти известняки, они имеют органогенное происхождение. Они образовались на дне мирового океана, когда-то существовавшего. Позже они всплыли из остатков живых организмов, костей, ракушек и так далее. Позже они всплыли и оказались на поверхности. Когда-то, да, в результате горообразовательных процессов. И вот эти поднявшиеся массивы подверглись химическому, физическому разрушению, выветриванию. В результате, хочу подчеркнуть, тогдашние дожди не были такими, как сейчас. Они более, химический состав более сложный был. Они буквально сжигали известняки. И процесс образования карстовых пустот интенсивнее шел, чем сейчас. В результате мы имеем такое количество карстовых образований, которым, наверное, никакой уголок земного шара не может похвастаться. В Турции, говорят, нет родника, не изученного сейчас географическим обществом. У нас не только роднички, а мощные карстовые воклюзы, выходы. Столько таких моментов. Не ошибусь, если я скажу, что на каждого жителя Абхазии по Новоафонской пещере скрытых и ждущих, не дождущихся своего открытия. Этот вопрос надо поднять на государственный уровень. Все пещеры становятся пещерами только после того, как туда попадет человек. И ту работу, которую вы сделали, мне посчастливилось продолжать в той же пещере Крубера-Воронья. И я участвовал в нескольких рекордных экспедициях и хорошо знаю, с чем это связано, так же, как и многие другие ребята в Абхазии. Исследования пещер в Абхазии на сегодняшний день сопряжены не только с теоретической подготовкой, связанной с пониманием процесса карстообразования, но и с достаточно высоким уровнем требованиям к физической подготовке и технической подготовке. Физически человек должен быть в состоянии погружаться на огромные глубины, в очень низких температурах, в очень экстремальных ситуациях, когда, может быть, неожиданные паводки и требования к подготовке человека и его снаряжению очень высокие. С пещерами связана питьевая вода, которая поступает к нам. У нас очень много случаев охраны пещер. От кого ее надо охранять? В первую очередь от нас самих, от наших хозяйственников.
Есть ряд фактов, когда область питания пещеры это значит то место, где в пещеру попадает вода или снег. Когда вот именно в области питания пещер устраивается свалка. Соответственно, эта самая вода, это доказано мною, как я трассировал воду, засыпаю в эту свалку флюоресцент, эта самая вода выходит из питьевых источников. Вот эта краска, которая была засыпана, грубо говоря, в помойку, она выходила из источников, из которых пьют люди. Есть неоднократные вспышки заболеваний, которые, по всей вероятности, вот у нас происходили в прошлом году, было знаменито, там в Ткварчале очень шумные, были очень такие моменты. Возможно, это было связано именно с загрязнением области родников и с области загрязнением закарстованных полостей. В каждом районе у нас есть проблемные в этом отношении места. Один нерадивый хозяйственник наделает столько вреда, сколько не сделают тысячи спелеологов за сотни тысяч лет. На спелевых экспедициях отрабатывается методика компенсации этих воздействий. Спелеологи сами выносят за собой в большинстве случаев все, что оставляют там, и правило спелеологии не оставлять в пещерах мусор и остатки своей деятельности, оно работает для большинства серьезных, для подавляющего большинства спелеологов. И на этих экспедициях отрабатываются модели, как это нивелировать. У нас есть примеры работ того, как серьезных исследований по этим вопросам. Пещера – это уникальное образование, оно не тронуто, и на нем следы воздействия человека, они особенно заметны. Это полигон для исследований. Это плохо, потому что во время даже этих исследований может оказываться какой-то вред для уникальных животных, которые у нас... Один мой знакомый открыл около 8 видов только в Абхазии новых, биологических организмов, которые нигде в мире больше нету. И даже в Абхазии вне вот этих систем они не существуют. Мы знаем, что Абхазия является один из древнейших объектов возникновения человека на Земле, на нашей планете. Раньше, если ошибочно приписывали к 600-700 тысячелетий давности, то сегодня глубокий палеолит исчисляется к Алдувайской эпохе, то есть 4-5 миллионов лет назад. И вот то, что Зураб Иосифович сейчас нам показал на примере Акхую, каменные орудия, вот эти кремневые, они как раз относятся к самым примитивным производствам человека. Это Алдувай. Это где-то 3-3,5 миллиона лет. И тем более эти находки были просто на поверхности обнаружены. А там уж карстовые эти образования, они накрылись снизу, а еще глубже покопаешь, очень много интересного можно найти. Абхазские спелеологи уверены, на территории Гагрского, Кудорского и Бзыбского хребтов находится еще очень много неизведанных пещер. Так что в будущем нас ждут еще интересные открытия. Ну а мы с вами прощаемся. До новых встреч!